أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вера, вероубеждение, то есть мы должны уверовать в Аллаха, уверовать так, как Он приказывает. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что тот, кто не уверовал в меня, в моих ангелов, в книги, в посланников и не уверовал в судный день, тот заблудился дальним заблуждением. То есть Аллах Субхану ва Тааля в Коране объясняет, что первое тому, которому нужно уверовать и принять душой и сердцем и всем телом, это Он сам, Всевышний Аллах, Джалля Джалялюху. Второе, человек должен уверовать в Его ангелов. То есть мы говорим в имане муфассал, и хотя бы раз в день мы должны принести или проговорить вот эту термин, формулировку веры, которая называется иман муфассал, потому что мы должны объяснить не только себе, но и окружающим. Мы должны проговорить «Аманту биллахи, ва малаикатихи, ва кутубихи, ва русулихи, ва яумил ахири, вал кадари, хайрихи ва шаррихи мин Аллахи Та'аля, вал бахса багдаль маути». То есть мы должны сказать, что я уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его посланников, уверовал в судный день, уверовал в судьбу, предопределение, что все хорошее и плохое только от Аллаха, и уверовал в воскрешение после смерти. Сегодня мы с вами разберем веру ангела. То есть Аллах Субхану ва Тааля создал ангелов для того, чтобы они поклонялись Ему. Это были первые из творений Аллаха. Они исполняют только те приказы Аллаха, которые Аллах вменил им в обязанность. И они больше другого ничего не умеют делать. В них нет плохих качеств, потому что Аллах создал их из своего божественного света и определил им делать только хорошее. Существует множество ангелов, которым вменено в обязанность разные действия. Например, существуют ангелы, те, которые общаются между Аллахом и пророками. Тот, который приносит человеку весточку, как бы вдохновение от Аллаха, ильхам, приносит в сердце истинно верующего человека. Существуют ангелы, которые определены для каждой капли дождя, для каждой листочки дерева, для каждого листочка дерева. То есть они исполняют приказы. Аллах Субхану ва Тааля создал их своеобразными творениями, то есть они только имеют хорошие качества, у них нету нафсуль аммара, то есть нет у них такого нафса, который есть у человека, который приказывает к худшим действиям, плохим действиям. Они освобождены от этого нафсуль аммара. И Аллах Субхану ва Тааля сделал их такими, что привязал их действия и вменил им в обязанность для каждого ангела свое предназначение, вменил обязанность, у них есть свои обязанности, свои предназначения. То есть мы знаем, что существует мукаррабин. Читали в Коране, читали в хадисах пророка, слышали. Мукаррабин – это те близкие ангелы, которые исполняют всегда те приказы, которым им вменено. Есть ангелы хамалатуль арш, которые держат на своих плечах арш, и понесут они в судный день этот арш. И Аллах Субхану ва Тааля создал еще таких ангелов, которые записывают деяния человека, кирамаль катибин, или же хафизин, то есть которые охраняют. Некоторые говорят, что это одни и те же, но есть некоторые варианты, что это два разных вида ангелов. Но мы знаем, что те кирамаль катибин, которые записывают все наши благие и плохие деяния, тот, который на правом плече, он записывает наши благие деяния, и он председательствует над вторым. Тот, который на левом плече,
он записывает наши плохие деяния, наши грехи. Но тот, который записывает наши хорошие деяния, когда человек совершает грех, он приказывает тому, который записывает грехи человека, говорит: подожди, может быть, между двумя намазами, между двумя молитвами он покается, потому что покаяние – это высшая награда, которую Аллах Субхану ва Тааля ниспослал человеку. «Фаталакка Адаму бикалиматин фатаба алейхи». То есть Аллах Субхану ва Тааля научил Адама словам покаяния и попросил прощения Адама. «Фатаба алейхи, иннаху ат-таввабур рахим». И принял Аллах покаяние Адама и простил ему все грехи. То есть мы знаем еще, что существует еще и другие ангелы, те, которые общаются с пророками. Это Джабраил, алейхиссалям. Тот, который разлучает человеческое тело от его души, то есть ангел смерти, Азраиль. Тот ангел, который управляет природными явлениями, Микаил. Тот, который объявит о судном дне, Исрафиль, алейхиссалям. Как же нужно нам верить в ангелов? Как же мы их воспринимаем? Мы верим, что ангелы – это творение Аллаха, и что ангелы всегда поклоняются Аллаху. Они не созданы в виде женщин или в виде мужчин. Они бесполые. Из-за того, что у них нету нафсуль аммара, то есть приказывающего нафса, они не нуждаются друг в друге. То есть нету плотских страстей, так же, как и нету страстей к еде. Они не кушают и не пьют. И тела их созданы из божественного света, который такая тончайшая материя, которую мы не можем заметить. Мы не можем их видеть. Аллах Субхану ва Тааля их создал. Они созданы с крыльями. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, что у некоторых есть два крыла, у некоторых 4, у некоторых больше. А полностью количество крыльев у ангелов знает только Аллах. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, иногда видел, Джабраил, алейхиссалям, являлся к нему в своем истинном обличии. То же самое мы должны себе уразуметь, себе дать понять, что те ангелы, которых рисуют на картинках в виде крыльев, с крыльями, в виде мужчин или женщин, они не отвечают правдоподобности, они неправдоподобны, потому что Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, что они не мужчины и не женщины. И некоторые говорят, что Аллах создал себе ангелов из числа женщин, говорят. Но это, опять-таки, не соответствует действительности. Как мы сказали, каждый ангел исполняет свою обязанность. Ему вменено в обязанность. Во-первых, есть такие, которые приносят человеку вдохновение от Аллаха, то есть раскрывают его сердце. Самый первый ангел, с которым встречается человек, это тот, который не спосылается Аллахом в утробе матери, когда человеку исполняется 16 недель, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда человеку исполняется 16 недель, то есть 4 месяца, Аллах посылает ангела и заставляет записать на его лбу, как говорится, то есть определяет ему его предопределение. Будет ли он мусульманином или не мусульманином, будет ли он счастливым или несчастным, сколько у него будет достатка, и когда он уйдет из этого мира, когда душа отлетит от его тела. Также у человека, как мы сказали, существует два ангела, которые записывают кирам аль-катибин, которые записывают его деяния. То же самое существует и хранители рая и хранители ада. Хранитель старший из ангелов, который стоит у дверей рая, его имя Аллах определил в Коране как Ридван. А в аду существует 19 старших ангелов, которыми руководит самый старший из них Малик. И те ангелы, которые будут
мучить людей за их прегрешение в аду, они будут мучить разными, то есть будут наказывать огнем или другими наказаниями. Но некоторые говорят, как же они сами не сгорят в этом огне. Но как мы знаем, что рыба не тонет в воде. Рыба создана для воды. Также и эти ангелы созданы для огня, для того, чтобы наказывать грешных людей в огне. Из-за этого их не берет огонь. Из-за этого они освобождены от того понимания, которое мы понимаем, от того понятия, которое мы себе можем уразуметь, которое мы можем себе объяснить, что они должны были бы сгореть. Но они из божественного света огонь ада не может коснуться. Также есть и для тех, которые опустятся в могилу, если для грешных, то к нему подходят мункир и накир. Но если те, которые верили в Аллаха, для них башир и мубашир, то есть те, которые обрадуют, те, которые ему сделают эту могилу как местечком из рая, которому принесут постель из рая, а те, которые будут постоянно спрашивать и требовать у него ответа, называется накир и мункир. Если человек не сможет отвечать на их поставленные вопросы, они будут наказывать уже в могиле. То же самое, как мы уже сказали, что существует Джабраиль, Микаиль, Исрафиль и Газраиль. Есть Хамалатуль Арш, есть Мукаррабин, Куррабин и Руханиин из числа ангелов, которые так и называются. Мухаммад ﷺ встречался с Джабраилем, когда он приносил от Аллаха вахи, и Джабраиль являлся к нему в разных обличиях, но в основном он приходил в образе сподвижника пророка Мухаммада ﷺ Дихья аль-Кальби. Дихья аль-Кальби был очень прекрасной наружности, то есть он был очень красив и очень был мягок в отношениях с людьми. И когда приходил Джабраиль алейхиссалям, в один момент была такая история, что прибежали два внука пророка Мухаммада, Хасан и Хусейн, и когда он протянул им руки, они ударили по его руке и убежали. Что же случилось, говорит Джабраиль, почему они так сделали? Мухаммад говорит, ты уже извини, Джабраиль. К ним, когда приходит Дихья аль-Кальби, он всегда приносит им подарок. И они из-за этого протягивают ему руки, и он им в руки насыпает какие-нибудь сладости или какой-нибудь подарок он дает. В это время Джабраиль алейхиссалям попросил у Аллаха разрешения, и ему было ниспослано несколько штучек изюма из рая. И он подозвал этих детей и дал им по изюминке. После этого они убежали, сказали спасибо, поблагодарили и выбежали. И около ворот в это время появился какой-то старик и начал кричать: я очень голодный, дайте мне. А так как Хасан и Хусейн были очень благонравными, очень жалостливыми, уже будучи детьми, они протянули этому старику вот эти две изюминки, желая накормить его. В это время Джабраиль алейхиссалям встал на ноги и крикнул: не давайте ему, это Иблис, шайтан, мал'ун. Исчезни, тебе запрещены райские наслаждения и райская пища. Тебя Аллах проклял, и тебе запрещены вот эти явства, райские явства, сказал он, и после этого шайтан исчез. Второй случай с ангелами. Мухаммад ﷺ рассказывает, что есть такие ангелы, которые бродят по земле, ищут меджлисы, собрания, где мусульмане возвеличивают, восхваляют Аллаха, дают друг другу знания и находят такие меджлисы, такие собрания,
и усаживаются вокруг этих людей, или если есть пустые места, усаживаются и там, и толкаясь, складывая свои крылья, их число бесчетно, бесчетно, то есть они садятся друг на друга и доходят то, что они садятся на друг друга до такой степени, что они возносятся к небесам, до первого свода небес, и сидят и просят у Аллаха: «О Аллах, прости грехи вот этим людям, которые здесь сейчас восхваляют, восславляют и возвеличивают Тебя». После этого Аллах Субхану ва Тааля подзовет их и спросит: «Где вы были?» Они скажут: «Мы искали собрания». Мы искали собрания и нашли такие собрания. И они восхваляли Тебя, о Аллах, и они возвеличивали Тебя, о Аллах, и они восславляли. Прости же им грехи, прости им все грехи. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что моя милость не умещается в то расстояние, которое вы видите между небом и землей. Моя милость шире всего этого. Моя милость необъятна, говорит Аллах Субхану ва Тааля. О Аллах, скажут ангелы. Среди них был человек, который по ошибке туда пришел и просто сидел, слушал. Что же ему записать? Записать ли ему вознаграждение и прощение его грехов? Да, говорит Аллах, ему тоже прощены все грехи, потому что он сидел и слушал все то, что там говорилось. Еще один случай, который произошел со сподвижником пророка Мухаммада, был у него такой сподвижник Ханзала, который женился, молодой, красивый, женился, и первую брачную ночь провел со своей женой, и в это время мекканские язычники захотели напасть на Медину, и Мухаммад призвал каждому выйти, оборонять свой город, свои жилища, свои семьи. И каждому по домам послал гонцов. Абу Ханзала не смог взять полное омовение и тоже решил присоединиться и побежал за ними без полного омовения гусля. После того, как закончилось сражение, были очень много потерь. И когда они начали возвращаться в Медину, жены и семьи сахабов вышли навстречу для того, чтобы встретить своих родных и близких. Среди них была тоже жена Ханзалы, с которой он виделся всего одну ночь. Когда она подошла к пророку, Мухаммад каждому человеку объяснял про его близких, по отдельности, она тоже подошла к нему и спросила: «Как же мой муж Ханзала?» Мухаммад опустил голову и сказал, что он пал шахидом, святомучеником. «У меня есть семейная тайна», — сказала она. «Что же это за тайна?» «После того, как он близок был со мной, вы призвали для того, чтобы все вышли на оборону, и он не успел взять полное омовение гусл. Он, пророк Мухаммад, любимец Аллаха, сказал: не беспокойся, я лично видел, как ангелы омывали его и совершили ему полное гусл, полное омовение гусл». Из-за этого мы видим, из этого случая видим, что если человек близок к Аллаху, Аллах делает так, что даже если он будет в осквернении, полном осквернении, Аллах Субхану ва Тааля пошлет ангелов и омоет его тело и примет его как своего близкого, если этот человек действительно искренне на пути Аллаха. Мы должны уверовать в ангелов, так как это творение Аллаха, и они стоят выше всех существ. И когда все исчезнет из этого мира, останутся только ангелы, те, которые Хамалатуль Арш, которые держат Арш, и Исрафиль, алейхиссалям. И после этого Аллах Субхану ва Тааля уберет и их. То есть мы знаем, мы должны верить, что ангелы созданы первыми, и они уйдут в судный день.
последними, то есть когда все разрушится. И в то же время Аллах изначально обратно возродит сначала ангелов, всех 4 ангелов, и начнет уже потом воскресенье для того, чтобы представить всех на судной площади. Мы молим Аллаха, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал так, чтобы мы, живя на этой земле, всегда искали Его довольство и находили Его довольство и любовь к Нему. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллаху акбар.